Около 30 человек трудятся над сдачей объекта. Таита Лобазанова – одна из них. Мать-одиночка воспитывает 3 детей. Местная жительница тщательно выполняет свою работу и с нетерпением ждет открытия детского сада. Рада, что у нас появился садик, дом культуры появилась, амбулатория. У нас этого раньше не было, дорогу вот проложили нам. Конечно, все это нам нужно было. Сельчане, конечно, сейчас радуются этому, потому что есть работа. Дети сейчас наши пойдут в детсад, а то у наших детей раньше не было детсада, вот поэтому нам приходилось дома их учить, подготавливать к школе. Ожидания родителей будут оправданы. В 2-этажном детском саду предусмотрены все условия – столовая, кухня, игровые и спальные комнаты. Для всестороннего развития малышей – музыкальные и физкультурные кружки. Стены украшены персонажами из сказок и мультиков. Все это сделано для комфорта и вдохновения малышей. 95% работ уже выполнены. Сейчас идет монтаж, установка оборудования, внутреннее оформление здания, то есть стен. И наружное благоустройство, вот как мы видим, укладка тротуарной плитки, все инженерные коммуникации, все здесь проведено, все подключено, котельная установлена, в принципе, водоснабжение все уже есть. Всего откроют 6 групп по 20 детей. В здание уже завезли практически все кухонное оборудование и мебель. Не забыли и про благоустройство уличной территории. Здесь планируется создать 6 игровых площадок, спортивную зону. Так дети смогут заниматься гимнастикой. Также начнут асфальтировать противопожарный проезд. Чуть позже, ближе к осени, займутся уже озеленением, когда деревья и кустарники смогут прижиться. Это первый детский садик в селении. Всего в Вежере-Юрт живет чуть больше 1000 человек. Из них 100 детей дошкольного возраста. Так что заведение вместит всех малышей, уверяет местная администрация. Кстати, новое учреждение также поможет с рабочими местами. Здесь будут где-то около 48 рабочих мест. Это большое подспорье для нас, так как здесь у нас работы нету для людей. И что главное, 80-90% будут работники местные, с села. Строительство детского сада проходит в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Его стоимость 118 миллионов рублей. Почти 90% средств освоено, заявляют в Минсельхозе. Здание находится под личным контролем министра сельского хозяйства. К слову, по этому проекту в селении построено большинство социально значимых объектов. В этом сельском поселении в рамках нашей программы «Комплексное развитие сельских территорий» мы в прошлом году, в 2020 году, завершили капитальный ремонт школы на 250 мест. В 90-х годах школа была не в очень приглядном виде, но проведен капитальный ремонт школы. Сейчас стоит идеальная школа получилась. Также в рамках нашей программы нами построен ФАП. В рамках реализации этих проектов мы также планируем строительство социальной и инженерной инфраструктуры. В основном это инженерная инфраструктура, водоснабжение, газоснабжение. Там туда же включается и электроснабжение у нас есть, и ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс сельского поселения Икажево. Начали возводить объект в июне прошлого года, а распахнет свои двери детский сад до конца августа. Хава Газикова, Рамазан Зурабов. Новости 24.